Время, ребят, 6 часов 44 минуты. На улице 9 градусов. Небольшой снежок, спокойная погода вроде как. Безветренно. На утро такое всегда. Раскочегарил печку, чтобы чайник нагреть. 2 полена осталось. Ну, раза 4, наверное, я встал. Вообще плохо спал, что-то не спится, одним словом. Но и в то же время, ребят, где-то 7 час было. 6:30, наверное, я лег. 6:30 я лег. И вот только что встал. 12 часов, одним словом, я провалялся. Я отдохнул душой и телом эту ночь. Ух. Дома такое не будет. Дома все равно ты ляжешь или в 10 часов вечера. Такое не будет, чтобы вот так рано ложиться и когда хочешь встал. Уф, я доволен этим сегодня. Ладно, сейчас попью чай. Завтракать не хочется. Попью чай. Несколько стаканов и куда-нибудь схожу. Буду бродить на лыжах с ружьем. Что еще остается? Полный штиль на улице. Тишина. Ну вот на канистрах столько снега. Такой пухляк небольшой. Выпал вот. Где-то половина, меньше половины я сжег сырых дров. Тишина. Вчера, наверное, я вас только в такое время сюда приехал. Я вчера время не смотрел. В темноте я ехал, но сюда с рассветом я приехал. Ты смотри, какая тишина, ребят. Обалдеть. Из трубы нам только дым валит и все. Вот так валит дым. Но снег надо убрать, снега много. Где-то 60 сантиметров, наверное, на крыше. Хорошо. Ладно, будем просыпаться. Чай надо попить. Слушаем новости. Радио России, волна. Вот что я поймал. На потолке висит радио. Больше нету такого места, где бы я еще мог слушать радио. И самое главное, ребят, там у меня оцинкованный вот этот смети из магазина, вот шайбы продают, оцинкованные. Вот именно антенну надо туда вот поставить, потом уже волну ловит. А вот там еще у меня гайка и еще такая вот шайба металлическая, железная. Там уже все тоже не ловит. А именно вот оцинкованная шайба. Туда вот ставишь антенну. Без помех, без ничего. Чисто так все слышно. Вот, решил позавтракать. Не хочется кушать, но чуть-чуть. Нагрел суп. И я чай уже попил. Сейчас поставил чайник. Еще закипит чай. Налью в термос. Соберусь. А сейчас я буду завтракать. Конечно, чая еще стакана 2-3 я буду пить. Потому что я километр пройду, у меня этот стакан 2-3, это у меня выйдет. Потеешь очень сильно. Короче, еще мне надо было сменную обувь брать. Вот эти сапоги не для таких походов.
отдельно для лыж надо сапоги. Ну не сапоги, а вот как бутсы. Вот я показываю, осенью хожу в них. Весной, осенью. Вот. Они не жмут. Они как-то вот нога гуляет. Ничего не жмет, не упирается нога, он мягкая обувь. А это, ну это сапоги для рыбалки, для езды на снегоходе, но не на лыжах. Небольшой снег в Красноярске, тоже небольшой снег, минус 4,6 градусов. В Петрозаводске минус 5,7, небольшой снег. Кирове минус 1, плюс 1 градус, временами снег. В Нижнем Новгороде от 0 до 2 тепла, временами снег. Все, короче, я собрался. Только надо определиться, в какую сторону сходить. Не знаю толком. Сегодня одел вот такой маскалат. Он синтетика. Вчера вот этот войлок, сукно. Как видели в походе, я весь обледенел, пока там ходил. Очень много снега прилипает к сукну. А вот эта синтетика будет отталкивать, поэтому сразу оделся. Вот. Ладно, давайте сходим. Если что будет интересно, буду включаться. Может, где-то какие красивые места пройду. Сегодня рыбачить неохота. Просто буду бродить. Полный штиль на улице. И такая прохлада. Ветер южный. Ладно. Надо сходить. Хоть километров 10. Может, можно и 15 даже. Силы есть. Настроение есть. Я просто дышу этим воздухом. Наслаждаюсь. Такое вот морозное утро. Балдею. Чудесный рассвет. Вот солнце встает. Моя лыжня. Вон, видите, какая. Разве это не красота? Ну, старые лунги вот тут у рябчиков. И все. Пока тишина. Хорошо-то как. Обалдеваю. Вообще не проваливаешься. Идти легко. Надо речку перейти. Хорошо. Где-то рябчик. А, вон он. Вдалеке, оказывается. Я думал, вот тут на земле. Потому что там следы были. Да нет. Вон еще второй, там две штуки оказались. Потому что на земле там я видел. И где-то поблизости его услышал. Слушаю. Такуют или нет там. Пятерки пока молчат. Прохожу ельник. Пройду этот ельник и уже, короче, куда-нибудь на сосновый лес стану. Не хотел вообще включаться. Только вот рябчик, короче. Рябчик хотел заснять, но не получилось. А так, думаю, до первого глухаря не буду включаться. Но терпения не хватает, ребят. Пипец, какая тишина. Между прочим, мало дятлов и синиц. Очень мало. Вчера вообще не слышно, никого не было. Сегодня хоть я рябчика увидел. Вот первый, который взлетел, я его увидел. Второй мельком так. Ладно, пойдем дальше. Фу, блин. Штаны надо потоньше одеть. Что-то я спотел, вообще ужас. Вроде спокойно иду, спешить некуда. Тут
березы такие, блин. И уже к подходу к тому месту, где опасная встреча с медведем была. Все это напоминает высокие березы. Так, ладно. Вон там сидел на елке, оказывается. Нет, я их уже стрелять не стану. Все. Рябчиков стрелять я ни в коем разе уже не стану. Пусть такуют. Осенью будет интересная охота на них. Пусть размножаются. Хорошо. Вот это береза, вон сколько материала стоит. Вот это такая прямая, блин. Сколько можно из этих топорищ сделать. Ужас. Прямослойный, я думаю, это же тут. И самое главное, ствол прямой такой. Снимаю на смартфон, ребят. Не знаю, что получится. Под выстрел, ребят, садилась кополуха вроде-то. Но от меня буквально 30 метров, наверное, под выстрел. Сейчас я покажу следы, откуда она взлетела. Что-то я... Вон, вторая. Надеюсь, в кадр попала, ребят. Вот, первый тоже думал глухарь. Потом рассмотрел его, а это, оказывается, кополуха. Ну, вот первого не успел заснять, но это, я думаю, удачный кадр получил. Вот еще один. Вон он. Тоже кополуха. Это самочки глухарей, ребят. Смотрите, еще в лунке. Почему? Сейчас примерно уже 9 часов утра. Значит, первая тоже выскочила из лунки. Ну, она оттуда сразу села. Три кополухи, ребят. Это вы даже не представляете, как это меня радует. Может, будут выводки. И осенью будет красивая охота. Вон, смотрите. Вот они где ночевали. Даже это не свежие, это вчерашние. Ну отсюда, откуда-то сперва она вылетел. Вон там тоже следы, там кормились. Видно вон, следы кормежки. А глухарей нету. Вот они следы. Самок тоже к весне я уже вообще не трогаю. Вообще. Ну вот тут кормежка тоже. Вон. Кормились тут, смотрите. Иду по сосновому лесу. Сосновый лес кругом такой. Невысокая сосна. По навигатору иду. Вон еще. Ну, видно, эти птицы тут кормятся и сразу же в лунг далеко не улетают. Вон еще старые. Да. Они, видно, что живут тут. Вот старые лунги, примерно вот, не знаю, несколько дней, может несколько недель уже тут они живут. Тишина вообще, штиль какой-то вот. Вот такие следы после меня остаются. Но от силы сантиметров 7, наверное. Снег вообще плотный. Утрамбовалось из-за того, что сейчас холодные дни были. Пурги ничего такого не было. Именно из-за холода, наверное, в основном. Иду по такому сосновому лесу. Ребят, одно удовольствие ходить. Смотрите.
Солнце высоко уже. Снег падает. Весной уже солнце греет. И остатки снега, что на ветках, вот это все. Но от того, что солнце греет ветки, снег, короче, отходит. И когда ветрено, просто снег выпадает. Здесь кругом такая тайга. Но на лыжах решился вот тут проходить. А летом, осенью на охоте. Здесь, конечно, очень трудно ходить. Сырое место тут. Сыро. Быстро устаешь. В горле пересохло уже. Маленький термос взял. Пока чай не пил. Иду по просеке. Не надо блуждать. По просеке лучше ходить. Ну, пока тишина. Пока не взлетов. Никаких следов тоже. Даже одного рябчика не видел. После тех копылух. Ну, еще примерно 2 километра пройду по просеке. Буду разворачиваться в сторону избы. Да, примерно я уже прошел километра 6, наверное. Километра 6, может чуть больше. Вот. Вот такой молодняк. Молодые сосны. Место хорошее, в принципе. Такие вот поперек такие вот деревья. Нагибаться приходится. Вот старый след. Рябчик ходил. Это хорошо. Хоть что-то есть. Матерого глухаря пока не видел. Ищем дальше. И вот такие вот. Поменял курс движения. Солнце с правой стороны. 90 градусов. Взял. На правое плечо взял солнце, и не надо никакого навигатора. И компаса, ничего не надо. Ориентир в данный момент у меня получается солнце. Вот. Направляюсь к реке. Буду возвращаться вдоль реки. По одному и тому же месту не хочется. Ну тут все еще сосновый лес. Тишина. Одного рябчика только видел. Ну не видел, слышал, в 2 местах как бы взлетел от меня. На дереве там сидел. Потом буквально рядом стоящее дерево он сел. Тоже не заметил. Короче, улетел. Ну, хотел поснимать, но ничего не получилось. Даже не вынимал тоже камеру. Бесполезно. Пипец, 12 часов дня уже. Мне надо потихоньку градус, чуть-чуть градус поменяю. Все-таки в сторону избы надо идти. Литровый, как говорю, литровый. Пол-литровый термос. Маловато для пешего похода.
Я попил чай, жадно глотал там воду. И надо экономить. Что-то я, блин, не думал, что так далеко буду ходить. Надо, конечно, литровый взять. Здесь спуск. Легче идти. Ладно, сейчас дойду до реки, там посмотрим, какая картина. Тут еще 1 тонна. Ну хорошо, хоть птицу увидел. Немножко есть на семена. Будем надеяться, что на осенней охоте больше будет. Фу. Так, ладно, пока выключаюсь, ребята. Фу, короче, остановился, отдыхаю. Иду вдоль реки. Ну, остановился, чтобы показать вам следы. Это не звери, ребята. Это рыбаки. Смотрите, сколько рыбаков тут было. И всю реку так проверяют, ходят. Я сейчас пока в стороне от избы. Мне еще очень много идти. Другого пути у меня нету. Здесь, думаю, даже ближе уйдет. Сейчас пока вдоль реки буду идти, потом по навигатору. Так что не думайте, еще раз говорю, не думайте, что на наших таежных реках много рыбы. Реки наши не отдыхают от рыбаков круглый год. Раньше как? Летом, осенью ловили рыбу. А сейчас круглый год. У каждого есть техника, мотособаки, бураны, снегоходы, всяко разные. Куда хотят, туда и ездят. Больше, конечно, траты. Как подумаешь, эту рыбалку, я вчера немножко показал вам рыбалку. Ну, может еще буду рыбачить перед отъездом 1 день. Хоть 2 штуки хариуса, если поймаю, чтоб пустым не приехать. Не знаю, удастся или нет. Вот сегодня уже сколько иду. 2 час на ночь. Реально устал. Я не знаю почему. На еды я не взял, ребят, почему-то. Не подумал об этом. Быстро, думаю, схожу так. До обеда. А у меня поход затянулось. Туда хочется, сюда хочется. Там проверить, здесь проверить, там. А силы уходит. В термосе чуть-чуть чая осталось. Сушки взял, да и чай, и все. Надо было, конечно, больше воды. И сало надо взять. Сало у меня есть. Конфеты надо еще, ребят. Не забывайте барбариску. Ни в коем разе не забывайте. Вода закончится, барбарис вас просто вам поможет. Вот такие елочки у нас. Ладно. Надо идти. Как бы там ни было. Рыбы тут нет. Мало что есть тут. Остатки, наверное, какие-то. Основное просто, примерно лет 10, наверное, уже рыбачат. Как вот интернет появился, спутниковое телевидение. После этого все и пошло. Всем хочется порыбачить, поймать кого-то. Вот и все. Потихоньку рыба исчезает.
Это все прекрасно знают, не надо мне объяснять. Так, ладно, пойдем дальше. Это что за дерево такое? Ольха или что? Ольха, наверное. Похоже на ольху. Вот так. В основном на поворотах вроде как рыбачат. Там вот мелководье или еще знающие люди, может, ходят. Как бы где яма, там и рыбачат. Тут видно, ловилось много, вот ходили тут рыбачили на этом месте. Слышно, где-то гудит лес. А так тишина. Одного рябчика я еще видел. Вот сейчас середина дня. Ну как, 2 часа, скажем. Грубо говоря. И рябчик с лункой сейчас летел. Прям 5 метров от меня. Зайчьи следы. Один след еще у куницы видел. Свежий. Сегодняшний. Не пропорошило еще даже снегом. Вот. Ну, как бы стараюсь тоже срезывать. Здесь вообще хреново идти. Зайчишки-то есть. Вот так снег падает. Так, ладно. Короче, тут не до съемок. Не знаю, где лучше пройти, блин. Везде кустарники, бля, подсад тут. Жесть. Лунки. Смотрите. Это ребят рыбачили выше моей избы. Короче, кто на собаке после меня поднимался. Там чуть-чуть выше, на другом берегу. Тоже изба. Там он ночевал. Сейчас, короче, я уже поймаю, так скажем, следы от мотособаки. И уже по следу мотособаки буду к избе идти. Вот такие дела. Тут тоже, смотрите, сколько лунок сверлил. И вниз пошел туда. Домой приеду, поспрашиваю. Я догадываюсь, кто это, но могу и ошибаться, конечно. Если знакомый, поговорю. Ладно, надо подняться где-то. И уже по тропинке, по мотособаке там, где проехал. Облегчу себе путь. Так, вдвойне идти легче. Ну, он уже выехал, все. Он уже поехал домой. Свежие следы. Я так и думал, долго не задержится. И думаю, много рыбы не поймал. Если бы рыба клевала на одну ночь в такую даль, никто не приедет. Конечно же, бы еще он переночевал. Вот. Вот вчерашние следы, вот сегодняшние. Ну, примерно так.